Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, давайте сегодня погадаем на вашего мужчину и узнаем, что он думает о вас прямо сейчас, в этот самый момент. И если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на мужчину, назовите его по имени, так и спросите: мой милый дорогой, что ты думаешь обо мне прямо сейчас, в этот самый момент. И давайте посмотрим, что расскажет нам песочек, что он тут о вас думает. Я попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, девчонки, что он думает? Ну, я не знаю, как вы к этому отнесетесь, но ему очень хочется с вами интима. Вот об этом он и думает. Думает он об этом не только сейчас, но и повсеместно, да, и утром, и днем, и вечером, и в обед, и глубокой ночью, и ранним утром. Постоянно эти мысли его преследуют. Либо у вас давно с ним именно конкретно не было, либо в принципе у вас этого не было. Он ни на чем другом сосредоточиться не может. Он старается, даже если он сейчас работает, чем-то занят. Тут, знаете, там малейшее, да, там переключился и сразу, опа, вы. Такая красивая, вся такая манящая, соблазнительная. И у него, извините, в трусишках жарко становится. И ничего с этим поделать он не может. Злится, раздражается сам на себя за то, что он как мальчишка не контролирует, да, то, что с ним происходит, с теми реакциями, которые дает его тело. Я не знаю, что вы с ним сделали, но прям горит. Горит, пылает еще чуть-чуть и просто уже прогорит. Да, как-то так идет. Все мысли об этом и только об этом. Вот хочу и днем, и ночью, в любом виде, в любом месте, в любой позе, да, лишь бы вот с ней. Почему-то вы прям ему так нужны. Вот еще такую вещь вам скажу. Вот вокруг него могут быть женщины. Женщины разные, да, там старые, молодые, красивые, не очень. Вот. Но они для него все как будто бы на одно лицо. Вот абсолютно на одно лицо. Они какие-то такие пресные, неинтересные. Раздражают его, раздражают. Вот если кто-то там рядом с ним крутится, вот прям раздражает. Почему? Потому что вы, девочки, ему что-то такое прям показали. Показали небо в алмазах, не знаю. Показали, какой должна быть настоящая женщина. Взорвали его мозг. Вот. Он тоже, знаете, как думает, вот, а что она со мной сделала? Вот почему я теперь на других женщин вот вообще так смотрю, как на пустое место? А он, кстати, у вас ценитель женской красоты. Ценитель. У него даже, может быть, какие-то там друзья есть, там коллеги. У них, как, знаете, может, привычки было там женщин обсуждать, кто как выглядит, у кого какой там размер, да, какие там габариты, формы. А теперь ему это все неинтересно. А теперь ему даже, знаете, смотреть противно. Вот что с ним происходит. Знаете, девчонки, вот только не обижайтесь, но такое впечатление, что у него весь мозг вот туда в писю ушел. Вот, и полностью он так переключился с одной точки на другую. Вот прям что-то невероятное происходит с этим мужчиной. Какой-то прям голод. Вот прям хочу, не могу. Но хочет конкретно вас. Других, да, не. Вообще, до рвотного рефлекса. А вот вас он очень хочет. Ох. Тут прям беда уже какая-то с этим мужчиной. Ой, девчонки, довели вы мужика, свели, вернее, с ума мужика, а теперь не пойми, что с этим делать. Так, а если это ваш мужчина, и вы его наказываете таким делом, да, ну я просто знаю, некоторые девочки могут мужчину садить на голодный паёк, но, девчонки, он уже еле сдерживается. Прям еле-еле сдерживается. Если вы какие-то условия ему ставили, знайте, что будет делать. Кстати, может, об этом и думает. Как бы быстрее выполнить ваши условия, чтобы
вас заполучить, да, заполучить вас. Знаете, ему не просто ваше тело нужно, ему и душа ваша нужна. Вот для него вот эта близость, а это не только вот какой-то, да, физический акт, это нечто большее. Вот прям такое, знаете, вот наполняющее, дающее что-то там, здоровье, хорошую такую положительную энергетику. Он как душой пополняется, да, после этих всех действий, игр взрослых. Так, что еще думает? Думает, что вы противная, что вы бессердечная, что вы коварная, мальчика-то не допускаете до тела. С одной стороны, да, противно. С другой стороны, вот этот ваш образ нежной королевы, ну, он просто, вот знаете, прям зашел на все 100. Вот он прям восхищается. Боже, какой взгляд, какие там манеры, да, как она меня отбревает каждый раз, да, либо посылает, как это делает изящно. Боже, меня еще ни одна женщина так изящно не посылала. Угу, интересно. Девчонки, он что-то будет делать. Вот делать будет для того, чтобы вас заполучить. У одних отыграется, что будут куда-то вас соблазнять, звать на мероприятие, там, может быть, в клуб, да, в ресторан, там, к друзьям, к себе. Вот прям придумает какую-то такую легенду, что вот надо быть там, та-та-та-та-та-та. Там он будет вас пытаться споить и склонить к вот этому самому делу. Так, у других отыграется, что мужчина будет выполнять то, что пообещал, для того, чтобы вы его допустили. Ну и у третьих отыграется, что мужчина еще чуть-чуть и сойдет с ума, купит билет и помчится к вам. Да, либо вам купит билет и начнет умолять, чтобы вы к нему приехали. Но тут как других вариантов нету. Нет. Уже теряет рассудок, уже плохо соображает. Ну, представьте, да, я задаю вопрос, что мужчина думает. А выходит, вот, пожалуйста. Ой, как это правильно сказать, да? Чтобы меня не заблокировали. Вот этим он и думает, девчонки. Так, ну если в общем сказать, в принципе, мысли у мужчины простые, но очень хорошие, положительные. Вот смотрите, сейчас, может быть, вы друг от друга развернулись, то есть по разным причинам. Кто-то поругался, а кто-то, в принципе, сойтись не может, там обстоятельства есть. Первое – это сойтись, сблизиться, прям не разлучаться, не расставаться. Если какие-то проблемы, преодолеть. Если есть споры, помириться, то есть как-то настроен по-боевому. И второй главный момент – это, видите, домик с крышей. Вот хочется ему тепла, домашнего тепла, и обязательно с вами. Если вы уже в паре, в браке, в доме, то чтобы все прям было идеально, вот чтобы гармония была, чтобы счастье было, чтобы радость была друг от друга. Вот этого хочет. Вот. А еще хотел бы, чтобы кто-то вам не мешал. С вашей стороны. С вашей стороны кто-то ему не нравится, кто-то у него под подозрением. Он считает, что эти люди как-то негативно влияют на вас, на ваши отношения. Может быть, там, знаете, как у кого-то отыграется, что ревнует к родственникам, так, к подругам, а у кого-то отыграется как страх. Страх того, что вас, ну, как уговорят, да, либо подговорят, чтобы вы поменьше там с ним общались и меньше ему доверяли. То есть такая информация идет, что-то не нравится. Если вы, девочки, работаете, то он вас очень ревнует к вашей работе. Ему почему-то кажется, что вы там приходите, а там куча мужиков в нижнем белье, и вы выбираете, да, с кем вы будете работать. У него такие картинки жуткие идут. Боже. Вот. И он сам себя, как бы, знаете, травмирует этими картинками. Такой, знаете, идеальная мечта вот о вас, о вашем будущем, чтобы вы были его женщиной, женой, чтобы был дом, чтобы вы в этом домике сидели, оттуда никогда не выходили, только лишь с ним, вот, ни на кого не смотрели, ни с кем бы не общались, вот, чтобы прям все 100% вашего внимания, вашего времени были посвящены именно ему, лично ему. А вообще в идеале вот такая, знаете, не дом, а одна большая кровать. И вы вот в этой кровати с ним целыми днями проводите время. Да. Так, интересно.
Вот и еще, девчонки, вот кому-то отыграется. Мужчина какой-то сюрприз приготовил, может быть, уже даже купил, либо заказал. И он сейчас переживает, вот насколько он угадал, насколько там вовремя придет, либо насколько вам этот сюрприз понравится. Для него как-то это очень важно. Просто огромное желание вот вам угодить. То есть, если вы получите от него какой-то подарочек, и может этот подарочек вам не по вкусу будет, не показывайте ему это, потому что для него, ну, это прям как бы вам это сказать, да, может быть, он особо подарков не делал, это как первый опыт. Если он будет неудачным, то это отобьет желание, в принципе, делать какие-то подарки. Скажет: ой, все равно я там не угадаю, все равно там не получится, зачем я там лишний раз напрягаюсь. Даже если это будет какая-то фигня, извините за слово, сделайте вид, что вы безумно этому рады. Вот. В будущем он научится выбирать правильные подарки и будет это делать. Но если вы скажете: ой, что это ты мне принес, а что это вообще такое, то негативный опыт пойдет. Это очень важно. Так, и еще здесь мужчина к чему-то готовится. Готовится к какому-то разговору. Вот прям чуть ли не записывают. Даже у кого-то может спрашивать, да, советы какие-то спрашивать. Какой-то важный разговор. Девчонки, но у кого-то прям предложение может отыграться. У кого-то новость, вот связанная с каким-то его решением. Ну вот особенно для тех, кто в браке, да, решение либо куда-то переехать, уехать, либо вложиться во что-то. Почему-то там деньги будут задействованы. Вот он готовится к этому разговору. Почему-то ему очень хочется, чтобы вы не зарубили его начинание. Видно, у вас есть возможность на то, чтобы ему сказать «нет». Вот. Не рубите, а просто постарайтесь разобраться. Может быть, мысль хорошая у него, но она не до конца оформленная, такая, знаете, сырая. Вот. Можно ее там немножечко подкорректировать, придать ей форму, и, возможно, это действительно дельная ситуация. То есть нужно будет об этом подумать. Вот. У него еще какая-то проблема с тем, чтобы выражать свои мысли, выражать свои чувства и эмоции. То есть, когда он желает что-то сказать хорошее, теплое, доброе, вот у него почему-то язык так между зубами застреет, такой вот деревянный становится, и получается треск. Да, вместо слов, типа «я там тебя люблю», «ты такая там красивая», прочее, оно просто что-то там трещит, какой-то шум идет. Вот, с этим у него проблема. Так, что еще я вам хочу сказать? Хочу сказать, что мужчина, в принципе, ваш неплохой. Если вел себя плохо, ну, уже все понял, работает над собой, будет исправляться. То есть какое-то прям желание угодить, вам угодить, что-то для вас сделать хорошее. Так что, мои хорошие девочки, мужчинку вы загадали, страдающего в данный момент от невозможности быть с вами вместе. Да. Мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.